Всем привет, с Гибрид-центр Якутск. В общем, у нас сегодня новости. В общем, мы маленько подзаработали, и на эти деньги мы купили себе немного инструмента, хорошего, качественного, нормального инструмента, потому что уже руки болят крутить уже машины, в общем. Купили хороший деволтовский гайковерт. Вот он мощный, у него есть моменты затяжки, также вот подсветочка имеется, можно включать, выключать, можно винты выкручивать. Ну, вообще очень мощный. Вот даже если взять его вот так вот, машину теперь будет разбирать просто одно удовольствие. Ну, у него момент затяжки нормальный. Все, будем таким инструментом пользоваться. Также боковую трещотку взяли тоже, очень удобная. Взяли на милуоковскую. Ну, тоже где-то что-то подлезть. По идее, боковые винты крутить. Есть у него такая. Ну, видишь, с небольшой скоростью крутит, но очень мощно отворачивает. Это как раз будем откручивать и двери и все такое. Она очень удобная. Вот. Взяли зарядное. Ну и самую фишку мы взяли вот такую вот лампу. Теперь нам с такой лампой вообще будет одно удовольствие работать просто. Ну, у нее там кнопочка. Вот. Можно так, можно притушить свет. Еще как-то по секциям она отключается. Вторая кнопка. Вторая кнопка, да? Вот, можно секции. Можно сразу две. Работает тоже от такой же девольтовской батарейки. Одну на запас взяли 5 вольт амперную. Крутится нормально, удобно. Короче, все ваши машинки теперь будем ремонтировать просто вот так, бомбически. Быстро. Это все будет намного быстрее, намного аккуратнее, проще. Вот. Ну, в общем, будем прикупать хороший инструмент. Сейчас вот взял все вот такое. Скоро придет к нам еще компрессометр. GTC-шный тоже хороший. Ну, а там будем заниматься, скорее всего, ходовой частью тоже. Будем приусы ремонтировать, колодки менять, все такое, ходовку. Пресс будет у нас. В общем, масштаб, ну, в принципе, мы как бы стараемся на развитие, больше развиваться будем. Ну и также мы вот автохимией будем заниматься, помогать. Некоторые, которые двигателя очень как бы много пробег имеют, мы будем их очищать, раскоксовывать. Есть у нас автохимия теперь нормально. Можно чистить форсунки с помощью автохимии. В общем, машина намного должна ехать резвее после такой процедуры и лучше. Потому что на приусах система EGR все равно, хоть ты ее и чистишь ты ее как бы не вовремя бывает. Кто-то вообще когда-то раньше не чистил ее, некоторые машины. Потом хозяин купил, начал нормально все машину обслуживать, но отложения они уже есть. И поэтому двигателя можно вот такую автохимию привести, так сказать, к заводскому почти состоянию. Ну, это нам помогает эндоскоп. Сначала нужно где провести обязательно эндоскопию, потому что без эндоскопа не видишь ни ханинговку двигателя, как бы ничего. Поэтому надо сделать сначала диагностику двигателя. С помощью такого вот эндоскопа мы будем заходить, смотреть состояние движков. Можно сделать раскоксовку, нельзя, делать вердикт, и дальше уже будем принимать вывод, с помощью какой именно автохимии мы будем работать. Вот. Также сейчас с Андреем Тоскиным мы испытываем новый продукт, называется Next. Это у нас раскоксовка двигателя, тоже она помогает. Ну и она еще как бы вообще это по идее средство металлокерамика. Она на стенках поршней, не поршней, а именно на гильзах образуется такой слой металлокерамический. Он там несколько микрон буквально, но зато он как бы повышает компрессию. Ну, компрессию как бы это ладно, это она ничего не играет роль. Мы проверяли его с помощью специального пневмотестера. В общем, пневмотестер, он утечки показывает двигателя. И процентные утечки намного меньше становятся, когда применяешь именно продукт Next. Сейчас моя машинка конкретно экспериментально бегает уже буквально неделю. Мы залили. Я чувствую, что уже есть конкретно повышение мощности в двигателе. Двигатель стал ровнее работать, лучше. Ну и как бы средство работает. Не знаю, на сколько процентов он работает, но работает.
Вот как бы я вот как бы так скажу, что я заметил, что машина намного лучше едет. Так что вот такие вот дела. В принципе, как бы ремонтировать мы будем не только гибридные автомобили, также мы будем ремонтировать и обычные автомобили. Все, что касается 1NZ, ну и других как бы автомобилей. Алионы, премки, в принципе, все автомобили мы будем смотреть. Диагностическая у нас конкретно по Тойоте, и поэтому Тойоты мы будем делать без проблем. С Хондами пока есть сложности по диагностике. Это у нас, когда приобретется нормальный, хороший мультимарочный сканер и оборудование, мы будем тоже заниматься Хондой. Вот. Ну и также Honda, это нужен большой, очень большой опыт, которого в Якутске не у каждого есть. В Якутске мало кто занимается Хондами. Есть ребята, они занимаются, но гибриды тоже боятся вылазить, как бы некоторые. Но Хонду надо делать. Почему? Потому что их очень тоже много. Что можно сказать про Хонды? Нам им тут в принципе делать нечего. Почему? Потому что батарейки хондовские ходят по 500 тысяч километров буквально, потому что это литий-ион. Вот, литий-ионные батареи, они ходят больше пробег, они мощнее эти батареи по сравнению с металлогидридной. Металлогидридная батарея вот такого вот образца, она в принципе как бы, она морозостойкая, она лучше переживает морозы. Вот, сильные морозы, конечно, ее лучше не замораживать, и что такого не надо делать, потому что банки, они сдуваются потом после зимы. У нас был прецедент, когда приезжал Prius, и, в общем, у него 2 элемента, по-моему, было вздутых. Конкретно этот автомобиль замораживали на зиму. У нас 50 градусов, потом решили его разморозить, приехали на диагностику, и элементы были дохлые. Заменили 2 элемента, и машина поехала дальше. Остальные все элементы были живы полностью, то есть они пережили эту зиму. Что касается литий-ионной батареи, там такое не прокатит. Почему? Потому что литий-ион, он сразу на морозе полностью, все элементы просто умрут сразу. Поэтому вы попадаете конкретно на контрактную батарею, либо на новую батарею. Новые батареи очень дорого стоят, литий-ионные, они дороже, чем обычные. Если брать Prius, допустим, 30-ку, то новая абсолютно батарея в палете, все, она начинается где-то во Владивостоке от 107 тысяч рублей. Вот. Можно, конечно, плюс доставка, плюс все это, но она выйдет 1200, я думаю, что в Якутске она по приходу. Плюс поставить ее, поэтому на Приусах всех, на Тойотах имеет место быть ремонт. Вот. Ремонт, он намного выходит дешевле, выгоднее. Можно поменять хоть половину батареи, но это намного дешевле выйдет, как бы, и практичнее. Так что вот такие дела. Что касается системы EGR, глушить его, не глушить, такие вопросы есть. Я за то, что, наверное, его все-таки надо глушить, но опять же мы пока его глушить не можем. У нас нету пока оборудования для чип-тюнинга. Скоро мы тоже будем его приобретать, и скорее всего мы такой штукой займемся. Вот. Мы будем, наверное, глушить EGR, вырезать катализаторы, глушить их тоже будем, скорее всего. Как бы вот у нас в перспективу всем этим заняться. Вот. Так что все упирается в средства, в инструменты и во все такое. Ну, в общем, будем развиваться. Я думаю, пока что на сегодня хватит. Есть еще темы для обсуждения, и мы выложим их в следующих видеороликах.